Поздний вечер в Якутске – время активного отдыха во всевозможных развлекательных заведениях. Однако случай, о котором сегодня пойдет речь, развлечением для его участников никак не назовешь. Работников милиции, прокуратуры и 2 консультантов Алроса судьба свела в одном из самых веселых заведений города, но не для развлечений, а по делам службы. По версии милиционеров, они прибыли туда для того, чтобы одному вручить повестку на допрос, а другого консультанта и вовсе просто пригласить для беседы в прокуратуру. Оба консультанта в результате оказались сразу после этого в больнице. И хотя они выглядели явно пострадавшими, один из них был обвинен в избиении сотрудника милиции. В центре скандала и уголовного дела оказался Андрей Яковлев, один из 2 консультантов Алроса. Монстр, качок из тех, что сначала бьют, а потом думают, если мозги еще остались. Таким я думал его увидеть и был удивлен. Многочисленные комментарии в правительственных средствах массовой информации нарисовали ложный портрет этого обвиняемого, а теперь еще и подсудимого. Это фрагмент записи камеры наружного наблюдения того самого любимого места времяпрепровождения горожан. То самое место, у крыльца на котором, по версии обвинения, Яковлев якобы жестоко избил милиционера. Сколько ни всматривайся, ничего подобного там не увидишь. Впрочем, не исключено, что и суд не станет всматриваться в эти кадры. Дело в том, что оригинал этой записи на 4 жестких дисках компьютеров был изъят работниками прокуратуры, а затем исчез. То есть были нанесены какие-то физические повреждения. С 3 остальных дисков, всего их было 4, информация была кем-то удалена. То есть, как носитель. А они в это время где хранились-то? В прокуратуре, получается, уже? Или в гостинице? Скажем так, в стороне защиты достоверно неизвестно, где они хранились все это время. Но, согласно действующему УПК, они должны были храниться именно в прокуратуре города Якутска и под неусыпным контролем. То есть с момента их изъятия до просмотра должны были, как зеницу ока, хранить данные диски. А вы заинтересованы в этих видеоматериалах в связи с чем? Защита заинтересована прямым образом. Андрей Геннадьевич поясняет, и нет оснований ему не доверять, потому что никаких действий в отношении якобы потерпевшего он не предпринимал. И если так оно и есть, на чем мы настаиваем, то на данных дисках имеется полная информация, подтверждающая именно этот факт. Если ничего не было тогда на диске, что будет? На диске будет то, что ничего не было. Интересно и то, как исчезли эти диски. После того, как сотрудник прокуратуры Шадрина зашла в комнату, где ведется видеонаблюдение, там находилась охрана, и потребовала охранникам выехать для дачи показаний прокуратуры, охрана не согласилась, и Шадрина, то есть было сказано, что вы еще крови хотите. И когда охранник сказал, что вы за словами следите, потому что здесь происходит видеонаблюдение, и тут Шадрина изменилась и в поведении, и в своих действиях. И потом они уехали, и буквально где-то, наверное, через час-полтора, где-то в течение часа, приехала следующая бригада, которая уже стала заниматься изъятием вот этих жестких дисков, которые находятся в комнате видеонаблюдения. То есть вы думаете, что она просто эту фразу насчет, что хотите еще крови, она в частном порядке произносила, а тут оказалось, что она была записана? Вообще-то да, они не знали, что там ведется видеонаблюдение, поэтому, скорее всего, так оно и было. Что она имела в виду, когда говорила, вы еще крови хотите? Здесь, наверное, следующее. Когда задерживали Яковлева с Язевым, там было на видеонаблюдении видно, что их избили обоих, то есть там даже кровь осталась она на улице, где возле машины. Поэтому, может это она имела в виду, может еще что-то. То есть и ваших охранников тоже изметили? Возможно, да, то есть такими же силами и средствами или методами доставят вас туда, куда нужно. То есть примерно вот так. Оригинал записи уничтожен неизвестно кем и неизвестно зачем. Осталась только вот эта пересъемка, еще до того, как прокурорские работники сообразили, что запись будет лучше изъять. А это, кстати сказать, эпизод, с позволения сказать, беседы сотрудников милиции с другим консультантом Евгением Язевым. По версии милиции, Язев сам с собой упал на землю, и так несколько раз, после чего и оказался на больничной койке. А толпа сотрудников в штатском здесь совершенно ни при чем. Такой группой они прибыли туда лишь для того, чтобы пригласить Язева в прокуратуру. Рискну предположить, что работники правоохранительных органов не были готовы не только к тому, что на месте происшествия ведется видеонаблюдение, но и к тому, что это происшествие вообще будет иметь продолжение.
Так, потерпевший милиционер сразу после задержания консультантов по собственной инициативе прошел медосвидетельствование, почему-то на предмет алкогольного опьянения. Однако при этой процедуре врач обязан в протоколе указать и наличие у человека повреждений на теле. Их тогда не нашлось. Но уже через пару часов милиционер повторно проходит обследование, и повреждения находятся, а они очень нужны для возбуждения уголовного дела против Яковлева, по которому сейчас уже больше месяца и тянется суд. Мы вступили, наверное, в самую интересную стадию. То есть мы еще не изучали ни материалы дела, которые достаточно интересны будут с точки зрения стороны защиты. Не выслушали еще ряд свидетелей, которые, опять-таки скажу, были интересны бы именно для нас, для стороны защиты. Это, например, кто, если не секрет? Ну, давайте пока это, не то чтобы в тайне придержим, да, они заявлены в список свидетелей, однако пока по непонятным ни нам, ни суду причинам они в суд не явились. По их появлению у нас к ним есть просто большая масса вопросов. А свидетели в самом деле интересные. Их двое. Одна из них в суде ни разу не появилась, а у защиты на руках ее письменное объяснение. Здесь говорится, что свидетельница на самом деле видеть ничего не могла, потому что в этой гостинице никогда в жизни не была. А свидетельницей она стала по просьбе своего знакомого. Тот, по ее словам, привез к ней домой пустые бланки протокола допроса, которые она и подписала. Два этих документа теперь противоречат друг другу, и понятно, почему эта свидетельница обвинения теперь скрывается. То, что она сделала, слишком похоже на лжесвидетельство. Но второй свидетель, который якобы в тот же вечер был с первой свидетельницей, подтверждает факт драки. Но зачем-то при этом заявляет суду, что защита пыталась ему угрожать по телефону и называет номер телефона. Выясняется, что установлен он в одной уважаемой компании, действительно связанной с обвиняемыми. Однако телефонная станция не подтверждает факта телефонного звонка. Ну, то есть совсем как в эпизоде с видеозаписью. Там есть место происшествия, но нет самого происшествия. Так и тут. Телефон есть, но звонка нет. А вечером позвоните, пожалуйста, домой. Впервые я столкнулся с работой ОБХСС, а это предшественница нынешнего отдела по борьбе с экономическими преступлениями, на городской барахолке Якутска. Несколько выходных дней я провел с работниками ОБХСС за ловлей спекулянтов джинсами. Ну, тогда не было принято задерживать спекулянтов и выбивать из них признание в преступлении. И потому сотрудники часами выуживали, что называется, покупателей джинсов, за пределами рынка опрашивали их и только потом задерживали самого спекулянта. Через 15 лет на той же самой барахолке сотрудники той же службы, но методы работы у них уже изменились. Спекулянты – жители Нерюнгри. Как известно, каких животных их просто сгоняли в милицейский автобус и приказывали писать признание, что, мол, приехали в Якутск, чтобы подороже перепродать москвичи, купленные в Нерюнгри по бамовским талонам. И взрослые мужчины покорно писали доносы на самих себя. А меня все мучил вопрос, зачем они это делают. Они вполне могли бы написать, что приехали в Якутск с целью туристической. А это уж дело милиции доказывать, что для продажи машин по спекулятивным ценам. Возможно, я заблуждаюсь, но устрашение собеседника с целью выбить признательные показания становится все более широкой практикой работы некоторых не самых квалифицированных сотрудников правоохранительных органов нашей республики. Случай с консультантами Алроса свидетельствует тому, но похоже, что запугать тех все-таки не удалось. И в этот раз придется сотрудникам правоохранительных органов оперировать все-таки объективными данными, а не устрашением, лжесвидетельствами или другими такими же приемами, сомнительными как с точки зрения морали, так и права.